Арктика станет еще ближе. В эти дни экспертный центр «Пора» и социальная сеть «Одноклассники» проводят конкурс онлайн-трансляций «Расскажи России об Арктике». Если вам от 18 лет и вы живете на севере, то можете принять участие в этой акции. Нужно лишь интересно и своими словами поведать о родном крае в прямом эфире в специальном приложении OkLive. И причем за такую виртуальную видеоэкскурсию можно будет получить реальные деньги. За всеми подробностями мы обратились к организаторам конкурса. Дарья, ну расскажите про сам конкурс, когда он стартовал и главная его суть. Конкурс стартовал 10 февраля, продлится он до 22 марта. Основная суть в том, что северяне, жители арктической зоны России, могут выйти в прямой эфир, рассказать о своем регионе, о его традициях, культуре, о коренных народах Севера, о праздниках, о мероприятиях, интересных достопримечательностях и каких-то уникальных местах, которые отличают их регион. Главная идея была как раз связана с тем самым развитием региона, безусловно, да, потому что все-таки житель средней полосы на сегодняшний день мало осведомлен, да, о жизни в арктической зоне Российской Федерации. 2020 год является стартовым для второй волны. Соответственно, все направления, которые связаны с развитием той же культуры, искусства, туризма, сейчас очень активно развиваются. Поэтому человек, который присоединится к нашей программе «Расскажи России об Арктике», он как раз может рассказать наиболее полно и интересно о своем регионе, о том, какие интересные города, какие музеи есть, какие есть культурные ценности, природные, насколько богата природа Арктики. Мы говорим именно о жителях Арктики. Речь идет только о жителях Арктики, арктическая зона Российской Федерации. Там проживают коренные народы. Я просто хотел уточнить тот момент, что, например, у нас в республике много районов, улусов, и не все могут принять участие в этом конкурсе. Только те, которые именно относятся к арктической зоне. Совершенно верно, Максим, только Арктика. 2020 – это год второй волны освоения Арктики. Я еще раз говорю, регион был забыт в какой-то момент, незаслуженно забыт, да? В связи с тем, что были другие приоритеты у правительства и так далее. Тем не менее, на сегодняшний день арктическая зона Российской Федерации, богатая природными ресурсами, она является, конечно, приоритетом в развитии для нашего правительства. Потому что это земля, на которой сосредоточено огромное количество наших непосредственно полезных ископаемых. Да? В Якутии та же самая богата алмазами. Я не говорю только про драгоценные камни. Естественно, это и залежи нефти, газа. Там огромные неосвоенные еще пока территории, которые важны для развития в целом экономики страны. Какие правила у этого конкурса? Вы регистрируетесь, начиная с 17 февраля, регистрируетесь на сайте ok.porarctic.ru, оставляйте свой номер телефона, электронную почту для того, чтобы вам туда пришла регистрационная форма для участия в конкурсе. Заполняйте также регистрацию на сайте. После этого вы можете скачать приложение OkLive на телефон или планшет, выйти в эфир, в прямой эфир рассказать о своем регионе, городе, поселке и ждать результатов голосования. А насколько сложно вести прямой эфир? Совершенно несложно. Вы выходите и рассказываете просто, как рассказываете своему другу о своем регионе, о чем-то интересном, о достопримечательностях, взаимодействуйте с аудиторией, естественно, потому что вам будут задавать вопросы. Это прямой эфир. Люди со всей России, от Калининграда до Чукотки, будут задавать вам вопросы, спрашивать, что это, интересоваться, чем вы занимаетесь, чем вы живете, что интересного посмотреть в вашем городе. Вы, соответственно, сможете ответить, и получается, что пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут влиять на эфир. Да, такой интерактив, это сразу получается живое такое общение. И это, наверное, главное отличие от того, что если бы просто прислали люди ролик, который смонтировали и выложили в интернет. Конечно, так получится эфир ярче, интереснее. А сколько должен по времени длиться этот стриминг для конкурса? Самое оптимальное время для видео для прямого эфира — это 15-20 минут. Как раз автор успевает все рассказать, успевает ответить на вопросы, и при этом это не будет затянуто, это будет интересно, динамично. Поэтому основной критерий до 20 минут. Антон, первый вопрос у меня такой.
Чем вообще этот конкурс, расскажи, России об Арктике заинтересовала вообще платформа «Одноклассники»? Ну, у этого есть небольшая предыстория. В прошлом году мы сотрудничали с командой «Пора» и реализовывали проект с прямыми эфирами от 8 авторов. Там было число авторов поменьше, чем это происходит сегодня. И параллельно у нас был большой проект «Культурная весна» и «Культурная осень», в рамках которого мы обратили внимание, что вообще пользователи социальной сети, блогеры, инфлюенсеры, вот люди, которых мы объединили под словом «автор», активно выходили в эфир, стримили, рассказывали про свои регионы, рассказывали про музеи, делали экскурсии. И то же самое происходило в рамках нашего сотрудничества с командой «Пора». И мы решили, что будет неплохо, если мы объединим усилия. И мы инициировали, предложили команде сделать проект, разыграть грант для тех авторов, которым было бы интересно не только постримить в течение длительного периода времени, но и в финале еще сделать небольшой репортаж про их регион. Вот так вот все и произошло. Ну, получается, что ваши пользователи, они могут не только там красоваться перед камерой, это еще и какой-то финансовый же бонус? Но в данном конкретном случае, да. И для меня, на самом деле, и для продукта нашего это тоже очень важно, потому что развлекательная составляющая это регулярно, да, то есть каждый наш пользователь это автор, и за ним следят, за ним наблюдают другие пользователи, комментируют. Первое, да, что получает пользователь, это популярность, это просмотры. Второе, что он может получить, это денежный какой-то приз, грант, и вот в данном случае бюджет, на который он может снять небольшую короткометражку или там фильм про свой регион. Все это происходит на платформе OKLive. Можно немножечко об этой платформе, что это такое? OKLive — это сервис для стриминга, который достаточно технологичен с точки зрения и того, что позволяет выйти в прямой эфир при даже самом плохом интернете, да, скорее всего, в регионе Арктика такие точки есть. И, соответственно, там этот сервис помогает автору оставаться на связи, да, то есть даже в прямом эфире. Соответственно, любой автор, который с помощью сервиса OKLive выходит в прямой эфир, он находит отклик в виде вот этих вот зрителей и в приложении OKLive, и на платформе «Одноклассники». И давайте про другие этапы. Да, вот первый этап, он начался, он заканчивается 9 марта. Совершенно верно. Необходимо написать название своего прямого эфира, поставить 2 хэштега «Расскажи об Арктике» и «Пора в Арктику», чтобы нам было проще вас найти, чтобы вы могли принять участие в конкурсе. Затем экспертное жюри из «Пора» и социальной сети «Одноклассники» выберет топ-10 видео. С нашей стороны мы будем выбирать интересные, уникальные прямые эфиры, в которых будет рассказываться о культуре, традициях народов Севера, а одноклассники будут оценивать технологичность и технические моменты. Вот, соответственно, будут выбраны 10 видео, и с 10 по 22 марта будет проходить голосование на официальной странице «Пора» в социальной сети «Одноклассники». Каждый пользователь социальной сети сможет отдать свой голос за понравившееся видео. И 23 марта пройдет прямой эфир из главного офиса «Пора», где мы представим 3 победителей, расскажем их истории, чем запомнились всем пользователям. Соответственно, расскажем, сколько просмотров получил у нас конкурс, сколько человек увидели, сколько оценили наши видео и видео участников. Вот, будет очень интересно. Обязательно посмотрите прямой эфир, где мы объявим победителей. А сколько их будет? Победителей в рамках конкурса будет 3. Каждый победитель, автор одного из 3 лучших видео, получит грант «Пора» в размере 50 тысяч рублей, который сможет использовать в дальнейшем на съемке видеосюжета о своем регионе, городе, поселке. И человек, получив вот этот грант, рассказав, почему это 50 тысяч, потому что это все-таки мы думаем, что это будут молодые активные ребята, которые хорошо знакомы с технологиями, которые могут записать вот этот стрим, которым будет показан в прямом эфире. Миллионы людей в России, благодаря нашему сотрудничеству с платформой «Одноклассники», они смогут увидеть эту информацию и увидеть о том регионе, которым представляет вот данный стример.
Почему это важно? Потому что для стримера это возможность рассказать о регионе. Мы таким образом поддерживаем эту инициативу, как проектный офис, который популяризирует в целом арктическую зону Российской Федерации. Для нас это важно, потому что мы еще раз говорим о грантовой политике. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, мы готовы вас поддержать. Если мы говорим о тех городах, которых очень много в арктической зоне Российской Федерации, для того, чтобы доехать до этих городов, достаточно купить билет. И, конечно, непосредственно организация, которая занимается, а мы надеемся, что они будут заниматься более активно развитием туризма, предложат некую программу. Потому что в каждом городе есть все-таки свои достопримечательности, есть свои музеи. Я могу сказать, что очень много краеведческих музеев находится в арктической зоне Российской Федерации, потому что регион очень трепетно относится к развитию вот такой вот краеведческой составляющей. Ну, то есть, это, например, вы предлагаете, что этот конкурс, да, «Расскажи Россия об Арктике», он поможет развивать именно не поездки куда-то там на охоту или в те места, где не ступала нога человека, а, например, приехать в Ханты-Мансийск, да, или там в Салехард и узнать этот город. То есть вы думаете, что это поможет тоже? Да? Я думаю, что да, конечно. Это некое знакомство хотя бы вот с этими городами. Вот, кстати, 2 города, которые вы назвали, и там я была. Да? И Салехард, и Ханты-Мансийск – это очень интересные города. И везде есть, опять-таки, вот я еще раз говорю, и краеведческие музеи, музеи, связанные с историей данного региона, и всевозможные с декоративным искусством, которое развивается в этом регионе. А, например, в той же Якутии, как мы знаем, очень много мастеров, которые работают в направлении, там, я не знаю, бисероплетения, то есть работа с серебром, то есть великолепные вещи, которые делаются в регионах, о них тоже люди должны знать. Мы даже создали в рамках одного проекта такой сайт, он называется «Хранитель Арктики», где мы будем рассказывать о тех людях, которые работают в этом регионе, которые занимаются народным творчеством, включая тоже коренных народов, малочисленных народов Севера. И мы там представим те интересные работы, о которых тоже нужно знать всем. Это часть нашего достояния общего, часть нашего культурного достояния.